Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что территория обитания подлинных, или, как еще говорят, чистокровных башкир, является восточная часть Башкирии или даже только Зауралье, с точки зрения этнографии является абсолютно неверным. И тому примером этническая история башкирского племени Табын. Табын является крупнейшей родовой единицей, элем или улусом в составе башкирского народа. Справка. Термины «эль» и «улус» впервые появляются в древнетюркских надписях архон-енисейских памятников, обозначая страну, народ или племя. Башкиры-табынцы ныне обитают по обе стороны Урала. В Зауралье они населяют некоторые местности Челябинской области, а также Училинский район Башкортостана. В Предуралье главным образом Архангельский, Гафурийский, Кармаскалинский и Татышлинский районы нашей республики. Мы пройдем по всей территории расселения рода Табын, повторяя маршрут его древних миграций, связанных с бурными историческими событиями Средневековья. О древнейшем периоде истории племени Табын не осталось почти никаких документальных известий. Есть только предание. Одно из них гласит: в очень давние времена табынцы жили на Алтае. Даже само имя Табын означает Алтай. Когда-то на Алтае жили и уйгуры. Наши предки были уйгурами. Проанализируем это чрезвычайно любопытное известие. Утверждение первое. Табын означает Алтай. Этот довольно туманный тезис, ставивший в тупик многих исследователей, более или менее правдоподобно объясняется, если взглянуть на карту Алтая. Крупнейший массив этой горной системы носит название Табын-Багдо-Ала, то есть 5 божественных гор. Он расположен на стыке границ России, Монголии и Китая. Горный узел Табын-Багдо-Ала монголами и тувинцами считается священным. Являясь крышей всего региона, 5 божественных гор, сокращенно Табын, могли быть синонимом Алтая. Утверждение второе. На Алтае жили уйгуры, которые были предками табынцев. В VIII веке они создали могущественную державу – уйгурский каганат, объединивший территорию Центральной Азии. Эпоха каганатов канула в лету. Наступил XII век, время феноменального возвышения Чингисхана. С начала монгольских завоеваний табынцы были вовлечены в круговорот событий планетарного масштаба. Свою родословную они возводят к некоему Майкы-бею. Это не легендарная, а вполне историческая личность. Майкы-бей – ключевая фигура, альфа и омега большого числа башкирских родословных рода Табын. Бүгінгі күнде мына біздің шәжәрәбіз Майкы-бейге тиклем бар. Демәк, теге нисек кенә дип без карамайык, мына бар табындарда Майкы-бейдән башланган дигән сүзне мин мәсәлән үзебезнең шәжәрәнән дә асык кына ифат итә алам. В труде выдающегося историка XIV века Рашид ад-Дина, служившего при дворе монгольских ильханов в Иране, упоминается эмир по имени Байку, служивший сначала у Чингисхана, а затем у его сына Джучи и его внука Батыя. Был другой старший эмир по имени Байку. Чингисхан отдал его Джучи вместе с войском. Он командовал правым крылом войска Бату. Рашид ад-Дин, Джами ат-Таварих. Башкирский поэт, писатель и просветитель XIX века Мухаммед Салим Умедбаев писал в своем сочинении «Ядкар».
Майкы был одним из самых великих беев Чингисхана. Из-за своего положения получил тамгу, дерево, птицу, боевой клич Уран и чашу. Сыңғырхан айта, ой уйшын майқыбей, қышың бұлхын қарағыш, ағасың бұлхын қарағас, ұраның бұлхын салауат, билдәң бұлхын хепертке. Справка. Рашид ад-Дин пишет, что Байку происходил из племени Уйшин. Башкирские шежерей утверждают то же самое. Таким образом, Байку и Майкы – одно и то же лицо. Разночтение объясняется чередованием фонем «м» и «б» в современных тюркских языках. Например, слово «нос» в одних диалектах звучит как «мурун», а в других – «бурун». Табынцы участвуют в походах монголов в Поволжье, Крым, на Кавказ и Киевскую Русь, страны Европы, Польшу, Чехию и Венгрию. Есть также сведения у Ибн Хальдуна в его работе «Мукаддима», где говорится о том, что Табынский союз в составе войск Джучи участвовал в западном походе, и все табынцы, которые были в составе войск татаро-монгол, они подчинялись единому руководству. В XIII веке среди табынцев начинает распространяться ислам. Недалеко от Кара-Табынского аула Старобайрамгулова есть освященные веками места Аушкуль и расположенная рядом гора Ауштау. На протяжении многих столетий она была местом паломничества мусульман. Agarda bizning Gregorian kalendarına ko'zirsak, 1254 yılda Muhammed Mithnan Al-Lusa degan bir shayx bizning nida mana shul Baran Табын arasında islom dinini taratib yuruvchi bir missioner bo'lgan endi. Эпитафия надгробия гласит, что здесь похоронен шейх Мухаммед в 651 году хиджры пророка в правлении Берке-хана, правителя Сарайского царства. Берке-хан, как известно, был братом Батыя и первым монгольским ханом, принявшим ислам. Вероятно, именно он направил в Улус знаменитого Майкы-бея, сподвижника предыдущего хана, этого проповедника учения посланника Божьего Мухаммеда. До 15 века все табынцы жили в Зауралье, населяя территорию нынешней Челябинской области, где и поныне обитает род Кара-Табын, то есть черный табын. Справка. Слово «кара», то есть «черный», в семантике тюркских языков имело значение «большой». Таким образом, Кара-Табын означает «большой табын». Из каратабынцев в основном ставили биев, другие племена. И еще, можно сказать, заметить то, что тарханов больше всего было из каратабынцев. Этот исторический факт объясняется военнослужилым статусом каратабынцев. Именно они были наиболее преданные сибирскому хану Кучуму частью его войска. Именно они сражались с дружиной Ермака до тех пор, пока атаманы и его казаки не пали смертью храбрых. После смерти Кучума башкиры-табынцы, терсяки и сынрянцы становятся главной военной силой преемников сибирского хана. Зауральские табынцы до последнего поддерживают представители шайбанидской династии в Западной Сибири. То есть они на протяжении более чем столетия, середины XVI века, участвуют во всех выступлениях, которые поднимали так называемые кучумовичи, то есть потомки сибирских ханов из династии шайбанидов. В середине 15 века происходит распад Золотой Орды, повлекший междоусобные войны, а это вызывает целую череду миграций. Некогда единый род Табын распадается на несколько самостоятельных подразделений. К середине 15 века от Золотой Орды отпадают Казанское и Крымское ханства, во главе которых становятся родственные друг другу линии чингизидов. Они устанавливают в обоих ханствах схожие порядки. Посол Австрийской империи Сигизмунд Герберштейн писал, что у крымских царей есть 4 советника, к которым в важных делах они прибегают прежде всего. Первый из них называется Ширин, второй – Барын, третий – Аргын,
Четвертый – Кипчак. Аналогичная структура существовала и в Казанском ханстве. Барыны были в составе почти всех государственных образований, которые возникли на осколках Золотой Орды. Это правящий род. Таким образом, барыны служили в конных ополчениях Крыма и Казани. Причем казанские войска в значительной своей части формировались за счет башкирских барынов, имевших княжеское место при дворе хана. Барыны и до сегодня существуют как в Башкирии, так и в Крыму. Кырымлы İsmet Zatov деген иптәш менән очрашырга туры килде. Без ул туралы аның белән озак сөйләштек. Ул минән һорый, һин кем, һин кем һоң? Мәйтәм, мин менә табын кабиләһенең барын ыруымын тигәс, ул торып мине косаклап үбеп алды. Мин дә бит барын тей. Безнең Кырымда 30дан артык барын ыруының авылы бар тей. В XV веке часть табынцев переселяется из Зауралья на западную сторону каменного пояса. А произошло это следующим образом. В Сибири к власти пришел властный хан Ибак, то есть Ибрагим, который решил покончить с сепаратизмом местных улусных беев. Очевидно, часть табынских князей сделали ставку не на того правителя и вынуждены были впоследствии уйти просто из сибирского юрта, из сибирского ханства в силу страха политических репрессий. Во времена сибирского хана Ибрагима предводителями табынцев были два брата – Асади-бей и Шакарли-бей, потомки Майкы-бея в 5-м поколении. Майкы-бей, его сын Султан-бей, его сын Ихсан-бей, его сын Арслан-бей, его сын Алаберды-бей, его сын Асади-бей. Мухаммед Салим Умидбаев пишет: Асади-бей и Шакарли-бей подчинялись двум ханам сибирского юрта из рода Чингисхана, которых звали Ибак и Шайбак. Эти ханы имели намерение истребить всех беев, о чем сообщил названным двум беям близкий к ханам человек. «Спасайте свои головы, а не то напрасно погибнете». После этого Асади-бей вместе с Шакарли-беем, сев на коней, бежали. Ханские люди не смогли их догнать. Асади-бей, его сын Курпяч-бей, его сын Давлеткильды-бей, его сын Байтеряк-бей, его сын Акберды-бей. Перейдя на западную сторону Урала, табынцы заселили земли от урочища Акберды на севере, ныне это поселок Акбердин Иглинского района, до устья реки Куганак, который находится недалеко от современного Стерлитамака. Поселок Акбердина носит имя Акберды-бея, потомка Асади-бея, приведшего табынцев в эти места из Зауралья. Таким образом, в конце 15 века некогда единый улус Табын разделяется на две части. Кара-Табын, то есть Большой Табын, остается в Зауралье, а в Приуралье появляется улус Кесе-Табын, то есть Малый Табын. Табын ырыуы тармақтарының бірі Кесе-Табын. Көнсығыштан келіп ұлтырғанбыз деп фараз етәбіз. Көнбайыш Көнсығыштан Учалы яқтарынан көсіп келіп, Ағиділ бойдарын өйдетіп ұлтырғанбыз. Обретя новую родину, табынцы пускают здесь глубокие корни. Мухаммед Салим Умидбаев пишет: вначале в состав Кичи-Табын входят Тукан-Табын, Кальчир-Табын, Кумрук-Табын, Дуван-Табын, Бишул-Табын и расположенный недалеко от Уфы, по обе стороны реки Акидель, от озера Большой Талбак до Ювакуля, Юмран-Табын. Аул Ибрагим Кармаскалинского района. Коренное поселение юмран-табынцев. Здесь родился башкирский поэт, писатель и просветитель Мухаммед Салим Умидбаев.
Аул Ибрагим, что находится возле озера Кызылгы, был центром Юмран-Табынской волости, земли которого тянулись от урочища Акберды, ныне это село Акбердино, что находится позади меня на горизонте, вот до этой самой местности. Мухаммед Салим Умедбаев оставил нам бесценные материалы по истории и этнографии башкирского народа, собранные в книге «Ядкар», а также ряд других сочинений. Именно благодаря его работе по фиксации древних этногенетических преданий современные исследователи имеют более или менее ясную картину исторического прошлого рода Табын. Bizning Yumran Табын ыруының 1000 yıllık tarixi var. Bizning Табын ырулары burun yaşaganlar Ağidilge diyim kuşulgan kultukta yalanlık var. Buna şu yalanlıkta bizning xonlar yaşaganlar. Ул урынны әле бүгенге көннә ханнар тияге дип атайлар. Шунда яшәгәннән соң яйлап күченә башлайлар халыклар, күчеп улдыралар әлеге бүгенге көнне монамыдыры булган урында. Когда правители Ногайской Орды распространили свою власть на центр Башкирии, построив там так называемый Дубовый город Имян-Кала, юмран-табынцы покинули окрестности Уфы и обосновались в урочище Акберды. Бұл орында бұрын яшен атқан әр сақ бітінде тау башы болғасы білтелі. Шынан имен ағасы басып шыққан. Hem bala sağlar havalara batıp öyle başlaganlar internete yakın bulğas. Бұл орын bizge xas түгел, ташлап кетелер, кетерге мәҗбүр булалар. Шуннан Имран бабай инде йөреп йөри торгас, ошо безнең Имран авылының ошо мотор Кызылгы буена килеп урнашалар. Одним из крупнейших табынских подразделений является род Кальчир, в одном из селений которого мы побывали. Аул Иминдяш расположен на живописном берегу Зелима, несущего свои воды у подножия скалы Уклы-Кая. Ее название переводится как «скала со стрелами». Действительно, на вершине скалы до сих пор находят множество наконечников стрел, свидетельство боевых столкновений прошлого. Min үзем Табын ырыуы, Табын кабиләһе вәкиле буларак, уның бер тармагы, матур гына, киң генә тармагы дип әйтәм. Мин үзем Кәлсир Табын ырыуынан булам. Безнең Табын ырыуы бит башкорт милләтен формалаштыруда гына түгел, башка күп төрки милләтләрне формалаштыруда әүзем катнашкан ырыу булып тора. Шул ук казактарды алып караякмы, карагалпактарды алып караякмы. В Кальчир-Табынском ауле Зелим-Каран родился народный поэт Башкортостана Мажид Гафури, являющийся, согласно данным Шежаре, потомком Майкы Бея в 20-м поколении. Гафури районының көп өліші, Кармасхалы районының бірнеті кілміліші, Архангел районының бірнеті кілміліші өліші Кальчир Табыны ырыуына кірі. Несмотря на то, что западные табынцы, составляющие некогда улус Кесе-Табын, то есть Малый Табын, были лишь небольшим ответвлением коренного улуса Кара-Табын, Большого Табына, сегодня мы видим противоположную картину. Оренбургский проект имел то следствие, что каран-табынцы лишились почти всех своих вотчинных земель, отобранных казной под крепости и слободы, образованные в середине XVIII века Исетской провинции, в том числе и под город Челябинск. В отличие от кара-табынцев, западные табынцы сохранили за собой свои земли и поэтому ныне составляют самую многочисленную часть табынского племени. Аул Абзан Архангельского района. Старейшее поселение рода Кумрук-Табын. Живописные берега Инзера, обилие леса, пастбищ и воды не могло не привлечь в эти места людей. Кумрук-Табынская волость выделилась из Курпеч-Табынской в начале XVIII века. Аул Абзан был коренным юртом кумрук-табынцев, из которого выросли все остальные селения этого рода. Как и другие уголки земли Табын, здешние места также несут на себе печать седой старины. Местные жители бережно чтят память своих предков.
Недалеко от Инзера находится могила одного из патриархов аула Абзан. На надгробии написано «Абыз-Гильды бен Абзан». Именно этот человек, по уверению старожилов, является основателем селения. Бишел ауылын табар иптешленген инде таныш итеп, шуның белән сыгып киткән. Һау буена ошо безнең Абыз-Гильде бабайның тауны яратып, һауны яратып, эңгәр һавын яратып кигән. От 2 жен у Абыз-Гильды Баба было 7 дочерей и 9 сыновей, от которых пошло 9 фамилий, существующих ныне в ауле Абзан. В начале 16 века происходит последняя крупная миграция табынцев из Зауралья в европейскую часть Башкирии. И вновь это было связано с событиями династического характера. В Казанском ханстве к власти пришел представитель крымской династии хан Сахиб-Гирей, который проводил враждебную московскому государству политику. Для ведения войны ему нужны были новые войны, и он призывает на службу людей улуса Кара-Табын. Сахиб-Гирей хан велел быть в Тарханах шейх Ахмеду с товарищами, 7 человеком, и до животов их, до земель, чем они владеют, и в воды их никому не поступаться. Ярлык Сахиб-Гирей хана, 1523 год. Когда говорят о Тарханах в составе Казанского ханства, то в большинстве случаев подразумевают башкир. Об этом пишут, кстати, и современные татарские историки, в частности, Дамир Исхаков, который отмечает в письменных источниках 15-16 века, если мы встречаем упоминание Тарханы, то чаще всего это башкиры, причем башкиры, которые несут службу на восточной границе. Кара-табынцы, призванные на службу Сахиб-Гиреем, несли службу в крепостях, стоявших вдоль реки Ик, на границе с Ногайской Ордой, за что получили название Ирякте. Справка. Слово «ирак» на старотюркских диалектах означало «крепость». Следовательно, «иракле» или по выговору башкир-Зауралья «иракте» переводится как «несущий службу в крепости». В шежере рода Кара-Табын-Ирякте, хранившемся у башкирского поэта XIX века Гали Киикова, жителя аула Чукур, современного Тытышлинского района республики, читаем. Род Кара-Табын идет от Майкы-Бия. Во времена Чингисхана Майкы-Бий, живя в местности Миадак в Уральских горах, кочевал в долине реки Миас. Он Чингисхану возил подарки. Став его спутником, ездил вместе с Чингисханом на одной повозке. Дали ему имя Уйшин Майкы-Бий. Авылыбызның кыскача тарихы, безнең төягебезнең үҗиткән ата-бабаларыбызның нәселдәшләре күп җирләрдә йөреп тормыш корып яшәгәннәр. Безнең борынгы нәселдәшләребез Кара Табын нәселе Майкы-Бейдән башланып китә. Майкы-Бей, его сын Илек-Бей, его сын Алче-Бей, его сын Абулхаир-Бей, его сын Кара-Газиз-Бей. Бросив старинные земли, переселился в долину реки Чулман, его сын Чулман-Бей. Справка. Чулман – тюркское название реки Кама. Татарлар белән аралашып яшәү нәтиҗәсендә телләре татарлашып беткән була. Чулман улы Кулман, аның улы Дөрмән, аның улы Бибән, аның улы Худайгыл, аның улы Его сын Худайгул, его сын Худаяр, его сын Давлетьяр, его сын Давлетбай, его сын Асан-хан. По данным того же Умедбаева, даже принял российское подданство. То есть в его исследованиях есть упоминание об этом легендарном человеке. Кроме того, о нем упоминает знаменитый поэт Гали Сокрой,
который также пишет об Асан-хане как одном из предводителей крупнейшего ханства на территории Южного Урала. Асан-хан, по всей видимости, жил в середине XVI века. В результате ссоры с каким-то вельможей по имени Чуртмак-хан он убивает последнего. После этого примирение с казанским ханом становится невозможным. Казан ханлыгы таркалгач, башкорт нәселдәшләребез иркен тын алып яши башлаганнар. Шуннан соң ата-бабаларыбызның җирләре безнең чорга мәңгелеккә турып калган. Әсән бабайның Ирәкте башкортлары ырыуы башлыгы булудан тыш, Кайпан, Уран, Тазлар, Балыкчы, Байкы ырыулары башкортларының һәр берсенең үзенең түрәсе булса да, Гадел Әсән бабайны үзләренең ханы итеп сайлап йөрткәннәр. Иректинцы веками хранили память о своем предке Асан-хане, ухаживали за его могилой и из поколения в поколение передавали рассказы о нем. Тәтиш районында иң беренче килеп утырган Иректе башкортлары битендә без Иректе башкортлары менә шунда бу җирдә утырган, бу җирдән хәдер 1500 еллардан башлап яшәгән кабер ташларыбыз бар. Әсән ханыбызның урыны бар, кабер ташы бар. Аны бер ничек тә тарихны үзгәртсәң дә, бу кабер ташларын үзгәртеп булмай. Шуның өчен дә без үзебезнең яшәгән җир белән горурланабыз. Үзебезнең Башкортстан җире белән горурланабыз. Шуның өчен дә без үзебезне чын башкорт ата-бабаларыбыз безнең башкорт булганнар. Соңыннан татар ниләре белән аралашып, Минзәле якларында утырган чакларында телләребез үзгәргән, башкорт телләрен татар телләре белән берләшеп. Другой, не менее уважаемой и почитаемой личностью башкир рода Иректе является поэт и писатель Али Сокорой. Его могила находится на горе, возвышающейся над аулом Чукур, старое название Иректе. Творчество поэта до сих пор является малоизученным. Али Сокорой писал о себе в стихах. «Мы из лесных башкир, у хлебороба сын хлебороб, у крестьянина крестьянин. Основное наше занятие – рубить лес, очищая место для пастбища и пашни. Я все свободное время и силу свою отдал этой работе. Выполняя одновременно и духовные обязанности, сделался самым многострадальным человеком среди иректинских башкир». Казан басмаларында аның турында күбрәк язылды. Башкорт басмаларда чыкмады. Соңгы вакытта менә 90-нчы елларда үзгәрешләр башлагач, безнең Гали Шөкеребезне башкорт шагыйре икәнен дә таныдылар. Укыган вакытларда без татар телендә татар алифбаларын укыдык. Татар шагыйрьләрен күбрәк беләдерик. Башкортстанның шагыйрьләренә караганда алифбалар безнең Казан басмалары. Шуңа без Казан ниләрен күбрәк укыгач, без үзебезне татар ягына тартылдык инде, татар ягына. Менә хәзер алхамдулиллаһ безнең мәктәпләрдә башкорт телләре укытыла. Балаларыбыз башкортча да белә. Сын Али Сокороя, Гарифулла Кииков, также прославился на ниве литературы и истории, написав сборник стихов и исследования по истории башкирского народа, сохранившиеся, к сожалению, фрагментарно. Гарифулла Хазрат буларак иске күрдем авылына килеп, ул үзенең мәдрәсәләрендә рус теле, география һәм дә военный дела укырга кирткән. Авыл уртасында дарухана булдырып, анда дарулар ясап, башкорт халкына дарулар биреп, аларны өшкөреп, дин белән өшкөреп, дингә бәйләп, аларны бушлай бирә торган булган. Имам хатыб аула Курдым Магдан Атнабаев является родным братом еще одного поэта из числа иректинских башкир – Ангама Атнабаева. Другими весьма известными персонами рода Иректе являются эстрадные певцы Салават Фатхетдинов и Хания Фархи, выходцы из Татышлинского района нашей республики. Әмма ләкин без үзебез башкортча сөйләшмәсәк тә, үзебезне башкорт хисаплайбыз, чөнки безнең ата-бабаларыбыз башкорт булган, без үзе башкорт, әмма татар телендә сөйләшәбез. Маленький и едва не исчезнувший с лица земли в советское время аул Чукур является корнем генеалогического древа рода Иректе и почти всего Татышлинского района.
Из него выделились такие селения, как Новочукурово, Савалеево, Елгыс-Нарат, Новые Иректе, Аксаитово, Маматаево, Ильметово, Верхнекудашево, Новокудашево, Зеремзи, Чургулды, Курдым и другие. Шохор авылыбызның Иректе авылынан Әсән бабайның нигез кырган авылы Иректе битендә. Иректе авылынан иң беренче Сәвәләй авылы күчеп китә. Аннан Хәмит авыл күчеп китә. Аннан Яңа Чокыр күчеп китә. Аккүҗа авыл дип атайбыз инде без аның төп исеме Аккүҗа авылы. Аныңнан 4нче булып Күрдем авылы күчә. Шуннан калган вак авыллар күчәләр. Барлыгы Иректе авылынан 18 авыл барлыкка килә. Перед нами прошла величественная история племени Табын, давшего башкирской духовной культуре и науке такие выдающиеся фигуры, как Гали Сокорой, Мухаммед Салим Умедбаев, Гарифулла Кейков, Мажид Гафури, Дауд Юлтый, Саги Тагиш, Шариф Бекул, Джалиль Кейкбаев, Ангам Атнабаев. Шәжәрәле улыны күккә барып ашыккан, тамырлары тәрәндә төмән бигә тоташкан. Тамырлары тәрәндә төмән бигә тоташкан. Ораныбыз салават, равамдан аманат, изге алған ошыраныды, туғандарым барын табын, дуан табын, кәлсір табын, төкін табын, беш ұл табын, бір табынға ейілған, бір табынға ейілған, салават ұранына табынған. Слово «табын» в башкирском языке имеет значение место дружеской трапезы, в которой приглашаются близкие люди и дорогие гости. Табынцы, живущие в центре Башкортостана, а также на его крайнем востоке и северо-западе, объемлют значительную часть нашей республики и символизируют собой единство многочисленных башкирских родов, которые вот уже 1000 лет проживают общую судьбу, общую историю, общий табын.